Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я, Мартюшевская Татьяна Валерьевна, старший воспитатель детского сада номер 88 города Сыктывкара, и моя коллега Носкова Галина Ивановна, воспитатель высшей квалификационной категории, расскажем о том, как робототехника реализуется в этнокультурном образовании детей старшего дошкольного возраста в нашей дошкольной организации. Современная концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми отмечает, что одним из ключевых направлений образовательной политики Российской Федерации является создание условий для воспитания социально ответственной личности, инициативного и компетентного гражданина России, способного транслировать базовые национально-культурные ценности народов России и интегрированного посредством родной культуры в общероссийское и мировое культурное пространство. Особое место этнокультурного образования в нашей образовательной системе Российской Федерации определяется ее полиэтническим составом, поликультурностью российского общества. Не является исключением и Республика Коми. Это исторически многонациональный и многоконфессиональный регион. В Госдошкольного образования определяет, что образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста организуется через различные виды детской деятельности. Что же такое этнокультурное образование? Это целостный процесс изучения и практического освоения этнокультурного населения, то есть этнокультурного наследия, процесс становления и воспитания личности на традициях культурного этноса. Этнокультурное образование с дошкольного возраста должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности, охватывать определенные направления развития и образования детей. Это и социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое и, конечно же, физическое развитие ребенка, где предполагается развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование первичных представлений о себе, о других людях, объектах окружающего мира, о своей малой родине и отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. В течение нескольких лет в нашей дошкольной организации с успехом реализуется проект «Кат-Шасин». Это проект по этнокультурному образованию дошкольников, который носит в педагогическом процессе комплексно интегрированный характер, где одна тема привязывается к другой. В итоге образуется единый целостностный круг, модель, характерной особенностью которой является повторное обращение в различных видах деятельности одного и того же блока к одним и тем же целям, задачам, темам и объектам. Используемый принцип спирали обеспечивает интеграцию, последовательность и постепенность приобретения и накопления для конкретного возрастного периода системных знаний, умений и навыков, способствующих построению целостного образа своей малой родины. Проект «Кат-Шасин» позволяет объединить педагогический процесс в единую систему, где робототехника стала неотъемлемым компонентом, в котором обеспечивается целенаправленное взаимодействие педагогов, специалистов дошкольной организации, семьи и городских социальных структур. Что же, как и зачем робототехника вообще внедряется в дошкольное образование? Каких же роботов могут сделать дети 5-7 лет? И какие конструкторы можно использовать в детском саду? И как это происходит в детском саду, где робототехника стала в настоящее время одной из центральных тем воспитательно-образовательного процесса? Ну, давайте немножечко окунемся в историю. Что же такое робот? Первый раз слово «робот» было использовано чешским драматургом Карлом Чапиком еще в 1921 году.
А робототехника, вот сейчас мы знаем из энциклопедии, что это прикладная наука, которая занимается разработкой автоматизированных технических систем. А слово робототехника в его английском варианте в первый раз было использовано в печати Айзеком Азимовым в научно-фантастическом рассказе «Лжец», который был опубликован в 1941 году. Какие же задачи можно решить с помощью робототехники? Развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями конструкторов. Дальше можно какие-то навыки математики и счета, даже на уровне подборки деталей для робота. Приходится иметь дело с различными балками разной длины, когда детям необходимо сравнивать детали по величине, считать их в пределах, хотя счет должен быть длиться в пределах 10-15. Дети на занятиях робототехники получают первый опыт программирования. У детей формируются навыки конструирования, знакомство с основами механики и пропедевтики инженерного образования. Работа в команде. Обычно занятия с детьми формируются по принципу работы в маленькой команде. Это по 2-3 человека. Дети учатся делать презентации. Здесь вот они, такой навык, у них происходит становление навыка презентации. Когда проект завершен, надо о нем рассказать. А теперь давайте мы немножечко с вами поговорим о том, какие же конструкторы будут использоваться, то есть могут использоваться в детском саду. На опыте работы нашей дошкольной организации я могу смело сказать, что вот эти конструкторы Lego Vido и Lego Vido 2.0, которые идут для работы с детьми от 5 до 8 лет, прекрасно используются. Что вот эта робототехническая платформа Vido 2.0 универсальный образовательный инструмент третьего поколения, и на данный момент это последняя версия конструктора на платформе Lego Vido. Также можно порекомендовать конструкторы Nuna MRT Robotech. Это, конечно, преимущество корейско-российских наборов. Там нет необходимости в покупке ноутбуков либо планшетов, и даже нет необходимости организовывать компьютерный класс. Эти компьютеры, эти конструкторы, они не предусматривают использование отдельного компьютера. И, конечно же, их стоимость. Один комплект робототек Малыш стоит приблизительно около 20 тысяч рублей. Есть и другие конструкторы, даже российского производства. Это, например, конструкторы Бибот, Умки, Технолаб. Я хочу сказать, что у всех этих производителей есть официальные сайты, где вы можете смело посмотреть то, какие конструкторы представляют эти производители, сколько стоят эти конструкторы, и можно даже пройти обучение по работе с этими конструкторами. Вот здесь вы на фотографиях видите те конструкторы, которые используются уже в течение нескольких лет в нашем детском саду. Ну и, конечно же, хочется немножко остановиться на тех требованиях, которые предъявляет новый Санпин к использованию электронных средств обучения. Что же нам говорит этот Санпин? Во-первых, он нам говорит о том, что кабинеты информатики и работа с электронными средствами обучения должны соответствовать всем гигиеническим нормативам. Далее, при использовании электронных средств обучения во время занятий и перемен должна проводиться обязательно гимнастика для глаз. А для профилактики нарушения осанки необходимо проводить физминутки. При использовании электронных средств обучения нужно обязательно учитывать время, которое дети тратят на то, чтобы работать совместно с экраном или с компьютером. Здесь легко запомнить. Для детей 5-7 лет время 5-7 минут. Но здесь Санпин нам говорит о том, что занятия с детьми до 5 лет с помощью электронных средств обучения не проводится. Дальше. Использование электронных средств обучения должно осуществляться только при наличии документов
об оценке, то есть подтверждение, то есть все конструкторы должны иметь сертификат соответствия. А использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в организациях дошкольных не допускается. Опять же, новый Санпин нам говорит о том, что одновременное использование детьми на занятиях более 2 различных электронных средств обучения, например, интерактивная доска и персональный компьютер, либо интерактивная доска и планшет, не допускается. Организация рабочих мест пользователей персональных электронных средств обучения должна обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее полуметра. А использование планшетов предполагает их размещение на столе под углом около 30 градусов. Но прежде чем педагог начнет работать с ребенком, конечно, педагог сам должен научиться, обучиться тому, как работать с конструкторами робототехники. Хочу сказать, что наши педагоги прошли повышение квалификации в Коми Республиканском институте развития образования. Вот я посмотрела, на данный момент точно так же проводятся курсы повышения квалификации. Для вас есть информация на слайде, вы можете воспользоваться либо QR-кодом, либо пройти по ссылочке и посмотреть, что предлагают, какие модули для того, чтобы научиться педагогам дошкольного образования принципов работы с лего-конструированием. Ну а сейчас я хочу передать слово Галине Ивановне Носковой, и она вам расскажет о том, как она практически использует робототехнику в обучении детей этнокультурному компоненту. Галина Ивановна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Робототехника – это современно, интересно и познавательно. Обучение детей старшего дошкольного возраста ведется пошагово, от простого к сложному, и разделено на проекты. Первый проект – это проект по образцу, когда есть готовая модель того, что нужно построить. По инструкции. Дальше проект с открытым решением. Образца нет, задаются только условия, которым постройка должна соответствовать. Например, в программе конструирования есть модель на водный шлюз. Как преобразовать его в мост, который бы перевозил людей с одного берега на другой, это уже решают сами дети. Как преобразовать, из каких деталей, и затем составляют свою программу. Следующий проект – это проект по замыслу. Он предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений, создает образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше всех остальных развивает творческие способности дошкольников. Для успешной работы и реализации поставленных задач мной была составлена рабочая программа по робототехнике на базе конструкторов Lego Education VEDO и Lego Education VEDO 2.0, в котором учитывается возраст детей и уровень их технического развития. В программе четко разделили первый год обучения для детей 5-6 лет и второй год 6-7. На первом году обучения мы знакомимся с деталями и выполняем проекты по образцу, а на втором году уже охватываем все 3 проекта. Освоение навыков робототехники дошкольниками происходит 2 этапа. На первом этапе работы, до того, как дети будут собирать конструктор по образцу, необходимо познакомить с конструктором и инструкциями по сборке, изучить технологию соединения деталей. А на втором этапе дети учатся собирать простые конструкции по образцу. Поиграв этим конструктором и увидев, какие модели можно построить, стали придумывать разные тематические проекты, чтобы воспитанники не только просто строили модели, но и имели понимание, зачем они это делают, для каких целей. То есть изначально замотивировать их к работе. Вот несколько тем: зоопарк, путешествие по реке,
гоночные машины на соревнованиях, играем в футбол. Это те темы, которые можно использовать по программе конструктора. Детям стало интересно, появился познавательный мотив. Затем они сами выбирают себе небольшую команду из 2-3 человек, выбирают Лего конструктор или же Лего Ведо или Лего Ведо 2.0, а затем идет совместная деятельность взрослого и детей, которая подразумевает наличие партнерской равноправной позиции, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей. А дальше идет совместная деятельность педагога с детьми. Затем это все переходит в детскую инициативу, самостоятельную, способствующая развитию самостоятельного мышления и творческих способностей. То есть процесс практической деятельности, который предполагает создание модели, практическую реализацию идеи. После того, как построили модель, на компьютере создают программу, чтобы модель двигалась и издавала звуки. Затем команды презентуют свою модель, а потом дети играют своими построенными моделями в сюжетно-ролевую игру по заданной тематике. После того, как с детьми уже все было испробовано, все модели были изучены и построены, которые предлагает программа Lego Ведо конструирования, мы придумали новый проект с новой тематикой, который связывает робототехнику с этнокультурным компонентом. Этот долгосрочный проект разбили на темы, что и включали в себя прежде всего знакомство с республикой. Сначала взяли тему путешествия по республике Коми на разных видах транспорта. Здесь не только закрепляли умения по конструированию, но и развивали творчество. Дети сами создавали для себя вид транспорта, на котором бы хотели путешествовать, закрепляли названия городов, а также развивали умение ориентироваться по карте. Например, такое задание было: поезжайте в самый северный город республики. И по карте республики Коми они на транспорте ставили свой транспорт, куда они поехали. Или же в южный город. Не хотите ли посетить Печора-Ялычский заповедник? А где он находится? Покажите. Вот какие виды транспорта ребята сделали на занятии. Следующая тема. Реки Республики Коми. По теме реки республики мы видоизменяли предложенные программе модели и достраивали, придумывая свое. Например, из модели с конструктора Ведо 2.0 наводного шлюза дети построили понтонный мост для людей, которые живут в поселке Заречье. Вот, посмотрите небольшой видеосюжет. Понтонный мост, который перевозит людей через реку Самсала. Понтонный мост, который перевозит людей через реку Самсала. Дальше, следующая тема была быт людей крайнего севера, оленеводов. Итоговым продуктом, придуманным воспитанниками, стал такой сюжет: как оленеводы приехали в новое пастбище и строят свое жилище чум. А чтобы строить было им легче, они из робота-тягача приспособили нарты. Вот, посмотрите, видите на фотографии, который возил не только оленеводов, но и материалы для строительства. А дальше уже взяли тему экскурсия по достопримечательностям города Сыктывкара. Воспитанники создали по своему замыслу электромобиль, который возил людей по разным уголкам нашей страны и знакомил с достопримечательностями. Так, посмотрим видеосюжет. Здорово! Артем, скажи, что мы сегодня построили? Мы сегодня построили аэромобиль, чтобы возить гостей и смотреть по городу Сыктывкар достопримечательности. Умничка! Ну, давайте еще включим. Во, какой у нас аэромобиль получился.
дальше. Также и прошлись по страницам интересной коми-былины про Перу богатыря. Здесь ребята отличились на славу. Они придумали и построили такие ворота, которые опускаются при подходе к нему Ягморта. И еще он попадает в прилипающую к ногам ловушку. Вот что придумали дети. Выбрали конструктор Lego Education Vedo. Увидели сходство в модели великана Ягморта. Эта тема очень их привлекла. И на следующем занятии они еще захотели построить какое-то устройство, и это им удалось. Из конструктора Vedo 2.0 по модели пчела, которая крутилась вокруг цветка, дети придумали такое устрашающее сооружение, которое не давало бы лешаку подходить близко к реке, к людям. А когда представляли презентацию, дети сочинили даже небольшой рассказ про Перу. Вот немножечко. Однажды первый богатырь не хотел, чтобы Ягморт пошел в город. И он сделал ворота и сделал ловушку, которую подносит человеку тоже. И Ягморт пошел, а ворота стали резко закрываться. И Ягморт попал на ловушку. Вот такой интересный рассказ придумали ребята. А вот на следующем видео вы увидите устрашающее устройство. Так. Немножко поподробнее остановимся на теме происшествий в заповеднике. Покажем вашему вниманию, как начинается наша образовательная деятельность по робототехнике, а затем уже результат нашей работы. По этой теме придумали вот такую мотивацию. Животные попали в снегоснеженный ров. Идите сюда, посмотрите, какой ров они попали. Посмотрите, и что же нам надо делать, ребята, как вы думаете? Они никак не могут оттуда выйти. Что делать? После того, как мы поставили задачу, что же делать, дети решают, кто, с кем и какой транспорт будут создавать. Разбившись на пары, ребята конструируют свой транспорт, которым можно проехать по снегу. Дети решили сделать сани, тягач и самолет на лыжах. Здесь же дети использовали все виды конструкторов и даже обычные конструкторы. Строили транспорт по инструкции, а затем уже добавляли какие-то детали для того, чтобы удобнее было вывозить животных по снегу. Посмотрим видео, где у нас дети самостоятельно и совместно с педагогом выполняют работу. Дальше девочки выбрали самолет, чтобы спасать птиц, белых куропаток. Вот что они построили. Вот такие спасатели, девочки спасают птичек.
А здесь уже девочки выполнили, создали сани, и они играют. Вывозят, играют. Уже развилась сюжетно-ролевая игра. А мальчики сконструировали тяжелый тягач-вездеход для вывоза раненого лося. Вот посмотрите, что у них получилось. Мы спасаем раненого лося на тягаче и зайца на ферме. Молодцы спасатели, всех животных довезли до фермы, да? Да. Молодцы. Воспитанникам понравилось быть спасателями. После конструирования они долго еще играли, не только спасли животных, но и на ферме стали их лечить, кормить и сделали еще одну ферму для лосей. Вот такие интересные проекты, тематические занятия мы проводим со старшими дошкольниками в образовательной деятельности, используя конструкторы нового поколения. Не только знакомим робототехникой, элементарными техническими навыками, но и закрепляем знания о республике. Внедрение таких современных конструкторов в дошкольной образовательной организации значимо для развития системы образования, так как способствует формированию имиджа детского образовательного учреждения, удовлетворенности родителей в образовательных услугах, повышению профессионального уровня педагогов, участию педагогов в конкурсах различных уровней, участию воспитанников ДАУ в фестивалях робототехники. Желаем вам творческих успехов и надеемся, что наш опыт вам был интересен и полезен.